Дизельный двигатель – это двигатель внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия. Он широко используется в самых различных отраслях народного хозяйства как источник механической энергии. Дизельные двигатели отличаются друг от друга числом цилиндров, мощностью и конструкцией. Но все они имеют общий принцип работы и состоят из двух основных механизмов – кривошипно-шатунного и газораспределительного. К кривошипно-шатунному механизму относятся следующие детали. Блок Картер и расположенные в нем гильзы цилиндров, поршни, шатуны, коленчатый вал и маховик. Поршень с помощью пальца шарнирно соединяется с верхней головкой шатуна. Нижняя головка шатуна разъемная. Она соединяется с кривошипом коленчатого вала. Движения деталей кривошипно-шатунного механизма различны. Поршень совершает возвратно-поступательное движение, шатун имеет сложное движение, а коленчатый вал вращается. В результате прямолинейное движение поршня преобразуется во вращательное движение коленчатого вала. Крайнее верхнее положение поршня называется верхней мертвой точкой. Крайнее нижнее положение поршня называется нижней мертвой точкой. Расстояние, пройденное поршнем от одной мертвой точки до другой, называется ходом поршня. Наименьший объем цилиндра при верхней мертвой точке называется камерой сгорания. Объем цилиндра, освобождаемый поршнем при его перемещении от верхней мертвой точки до нижней, называется рабочим объемом. Если суммировать объем камеры сжатия с рабочим объемом, то мы получим общий объем цилиндра. Отношение общего объема цилиндра к объему камеры сгорания называется степенью сжатия. Эта величина показывает, во сколько раз сжимается воздух при перемещении поршня от нижней мертвой точки до верхней. Степень сжатия влияет на мощность и экономичность работы двигателя. Вы познакомились с назначением кривошипно-шатунного механизма. Перейдем к газораспределительному. Газораспределительный механизм обеспечивает впуск в цилиндр воздуха и выпуск отработавших газов. Он состоит из клапанов с пружинами, коромысел, штанг, толкателей, распределительного вала и шестерен распределения. Вращение коленчатого вала через шестерни передается распределительному. Его кулачки в строгой последовательности воздействуют на толкатели.
Движение толкателя через штангу передается коромыслу, и в результате клапан приводится в действие. Распределительный вал вращается в 2 раза медленнее коленчатого. Поэтому каждый клапан открывается 1 раз за 2 оборота коленчатого вала. Большинство дизельных двигателей работают по 4-тактному циклу. Рассмотрим последовательно каждый из этих тактов. Первый такт — такт впуска. Поршень движется к нижней мертвой точке, в цилиндр поступает воздух. Давление в цилиндре в этот момент менее 1 атмосферы, а температура достигает 40-60 градусов. Второй такт — такт сжатия. Поршень движется к верхней мертвой точке, воздух сжимается, давление и температура растут. В конце такта, вблизи мертвой точки, давление воздуха достигает 40-50 атмосфер, а температура 620-700 градусов. В этот момент в цилиндр впрыскивается топливо. Соприкасаясь с горячим воздухом, топливо испаряется и химически видоизменяется. Этот короткий промежуток времени называется периодом задержки воспламенения. В верхней мертвой точке происходит интенсивное горение топлива. Давление в цилиндре повышается до 60-80 атмосфер, а температура газов до 2000 градусов. Начинается третий такт, такт расширения. Тепловая энергия преобразуется в механическую. К моменту открытия выпускного клапана давление в цилиндре снижается до 3-4 атмосфер, а температура до 600-700 градусов. Четвертый такт — такт выпуска. Поршень движется к верхней мертвой точке и вытесняет отработавшие газы. Так совершается 4-тактный рабочий цикл дизельного двигателя. Он характеризуется наполнением цилиндра воздухом, высоким сжатием, образованием смеси и самовоспламенением топлива. Одной из наиболее сложных проблем рабочего цикла дизельного двигателя является смесеобразование. Образование топливо-воздушной смеси зависит от конструкции камеры сгорания. Камеры сгорания отличаются многообразием форм, но все они делятся на камеры разделенные и неразделенные. Неразделенные камеры представляют собой единый объем, заключенный между головкой цилиндра и поршнем. Камеры сгорания разделенного типа имеют по 2 полости, сообщающиеся между собой каналами. Интенсивность перемешивания топлива с воздухом в камерах неразделенного типа достигается благодаря вихревым потокам воздуха и кинетической энергии струи топлива. В камерах разделенного типа процесс смесеобразования протекает несколько иным путем. Так, например, в камерах вихревых сферический объем занимает большую часть камеры. Во время такта сжатия воздух нагнетается в предкамеру и сильно в ней завихряется. Струя топлива хорошо перемешивается и смесь воспламеняется. В камере создается высокое давление. Горящее топливо выбрасывается в надпоршневую полость и полностью сгорает. Вихревое распыливание обеспечивает мягкую работу двигателя,
и позволяет использовать топливо различных фракций. Однако более экономичным считается смесеобразование с непосредственным впрыском топлива в камерах неразделенного типа. В одноцилиндровом четырехтактном двигателе такт расширения происходит один раз за 2 оборота коленчатого вала. В результате вал вращается неравномерно. Быстрее при тактах расширения и медленнее при вспомогательных. Неравномерность вращения вала вызывает вибрацию и приводит к преждевременному износу деталей. У двигателей, имеющих несколько цилиндров, например, 4, неравномерность вращения коленчатого вала будет намного меньше. Такт расширения в данном случае приходится на каждые полоборота коленчатого вала. Понятно, что с увеличением числа цилиндров равномерность работы кривошипно-шатунного механизма будет повышаться. Число цилиндров влияет не только на плавность работы двигателя. Объем цилиндров определяет литраж двигателя, а следовательно, влияет на его мощность. Расположение цилиндров на двигателе может быть выполнено в 1 или 2 ряда. Однорядные двигатели, имеющие 4 или 6 цилиндров, преимущественно устанавливаются на средних или тяжелых гусеничных тракторах, а также на колесных тракторах типа «Беларусь». Двигатели с двухрядным расположением цилиндров или V-образные могут иметь 6, 8, 12 и более цилиндров. V-образное расположение цилиндров обусловлено стремлением уменьшить длину двигателя и сделать его компоновку более удобной для установки на современных большегрузных автомобилях и других машинах. Мы рассмотрели принцип работы и устройства дизельного двигателя. Перейдем к подробному изучению его конструкции. Для этой цели воспользуемся серийной моделью Ярославского моторостроительного завода. Основной базовой деталью двигателя является блок цилиндров. Он представляет собой жесткую пространственную отливку из серого легированного чугуна. В верхней части блока, под углом 90 градусов, расположены 2 ряда цилиндровых гнезд с привалочными поверхностями для головок цилиндров. Для установки гильз цилиндров в верхней и нижней плитах блока сделаны центрирующие росточки. Стенки водяной рубашки образуют замкнутый силовой пояс. И вместе с вертикальными ребрами связывают обе плиты цилиндровой части блока.
Жесткость нижней части блока обеспечивается особым расположением плоскости разъема Картера. Ниже оси коленчатого вала. Кроме этого, картерное пространство блока имеет оребренные перегородки. В нижней части перегородки заканчиваются толстостенными арками, образующими коренные опоры коленчатого вала. На привалочных плоскостях сделаны отверстия для шпилек крепления головок цилиндров, для штанг толкателей, для слива масла и перепуска воды из рубашки в головку цилиндров. Внутренние стенки блока имеют полости для штанг толкателей. В передней части двигателя размещаются шестерни распределения. Закрывающиеся крышкой. Сзади блок цилиндров закрывается картером маховика, имеющим жесткую чашеобразную форму. В нижней части стенки блока имеют фланец для крепления поддона картера. Наиболее ответственными деталями блока являются гильзы цилиндров. В настоящее время широко применяют мокрые гильзы. Особенность таких гильз состоит в том, что их наружные поверхности омываются охлаждающей жидкостью. Это создает надежный температурный режим и предупреждает возможные деформации гильзы. Гильзы цилиндров отливаются из легированного чугуна. В верхней части гильза имеет бурт, фиксирующий глубину ее установки в блоке. В нижней сделаны канавки для установки резиновых уплотнительных колец. Внутренние поверхности гильз тщательно обрабатываются и закаливаются токами высокой частоты. Блок цилиндров V-образного двигателя имеет две взаимозаменяемые головки цилиндров. Надежность газового стыка между головкой и привалочной поверхностью блока достигается с помощью жаростойкой и достаточно упругой прокладки. В головках размещаются детали газораспределительного механизма и форсунки. Мы рассмотрели конструктивные особенности блока цилиндров V-образного двигателя. Для сравнения
Посмотрим, какие конструктивные особенности имеет блок цилиндров однорядного двигателя. Однорядный блок цилиндров имеет более узкую и удлиненную форму отливки. Его 4 цилиндра строго вертикально направлены к плоскости установки двигателя. Штанги толкателей размещаются в полости с левой стороны блока. В передней части крепится корпус распределительных шестерен, имеющий специальную крышку. С другой стороны блока устанавливается картер маховика. Снизу блок цилиндров закрывается поддоном картера. Арки коренных подшипников имеют массивные крышки. Жесткость и прочность блока обеспечивают силовые пояса и поперечные перегородки. Вернемся к V-образному двигателю и познакомимся с устройством шатунно-поршневой группы. Во время работы двигателя поршни, шатуны и коленчатый вал испытывают большие нагрузки. На них действуют силы давления газов и силы инерции. Поршень непосредственно участвует в тепловом процессе и сильно нагревается. Сила давления газов на его днище в момент воспламенения топлива достигает 10 и более тонн. Эти механические и термические нагрузки определяют сложность его конструкции. Поршни изготовляются из алюминиевого сплава. Наиболее прочной частью его является днище, в котором располагается камера сгорания. Чтобы придать жесткость и обеспечить отвод тепла, внутренние переходы от днища к бабышкам и юбке делаются плавными и достаточно массивными. На наружной поверхности сделаны 5 канавок, 3 верхние, предназначенные для установки компрессионных колец. В 2 нижних сделаны отверстия для удаления масла с зеркала цилиндра с помощью маслосъемных колец. Поршень соединяется с шатуном с помощью пустотелого поршневого пальца. Пальцы изготовляются из легированной стали, тщательно обрабатываются, цементируются и закаливаются до высокой твердости. Осевое перемещение пальца в бабышках поршня ограничивается стопорными кольцами. Шатун. Шатун представляет собой стальной стержень с 2 головками. Поршневой и кривошипной. Он должен отличаться максимальной жесткостью и минимальным весом. Его стержень сжимается силами газов и разрывается силами инерции. В верхней головке шатуна запрессовывается бронзовая втулка с отверстием для смазки. Внутри стержня проходит канал для подачи масла к поршневой головке. Нижняя головка шатуна является корпусом подшипника с косым разъемом. Торцы разъема имеют шлицевые гребенки, предохраняющие болты от действия срезывающих усилий. Базовой деталью шатунно-поршневой группы является коленчатый вал. Он объединяет работу всех цилиндров и создает крутящий момент. Нагруженный силами давления газов и силами инерции,
Вал подвергается скручивающим и изгибающим усилиям, поэтому его конструкция должна быть жесткой и хорошо сбалансированной. Коленчатые валы изготовляют из высокосортной стали. Шатунные и коренные шейки тщательно обрабатываются и закаливаются токами высокой частоты. Вал V-образного шестицилиндрового двигателя имеет 4 коренные шейки и 3 шатунные. Шатунные шейки значительно длиннее коренных, так как на них устанавливают по 2 шатуна. Шатунные и коренные шейки связаны между собой массивными щеками и сопрягаются переходными галтелями. Центробежные и инерционные силы, возникающие во время работы двигателя, уравновешиваются массивными противовесами. Такая конструкция придает валу жесткость и сопротивляемость скручивающим и изгибающим усилиям. На переднем конце вала устанавливается шестерня, шкив ременной передачи и противовес. Задний конец имеет фланец для крепления маховика. Вы познакомились с устройством шатунно-поршневой группы V-образного шестицилиндрового дизельного двигателя. Устройство шатунно-поршневой группы у однорядного двигателя имеет некоторые отличия, обусловленные числом цилиндров и их расположением. Так, например, коленчатый вал имеет больше коренных и шатунных шеек. На каждую шатунную шейку устанавливают только один шатун. В заключение следует отметить, что такие детали, как, например, гильзы цилиндров, шатуны и поршни, унифицированы с деталями V-образного двигателя. В следующем разделе мы продолжим изучение дизельного двигателя и познакомимся с устройством газораспределительного механизма. Мы продолжаем рассказ об устройстве многоцилиндрового быстроходного дизельного двигателя. Являясь наиболее распространенным и надежным силовым агрегатом, он широко используется в самых различных отраслях народного хозяйства. Дизельный двигатель является двигателем внутреннего сгорания, но в отличие от карбюраторных, воспламенение топлива в его цилиндрах происходит не от искрового зажигания, а от сжатия. Большинство дизельных двигателей работают
по четырехтактному циклу. Этот процесс, происходящий в цилиндрах двигателя, зависит от взаимодействия двух основных механизмов: кривошипно-шатунного и распределительного. С устройством и назначением кривошипно-шатунного механизма вы уже ознакомились. В этом фильме мы подробно расскажем об устройстве и назначении механизма распределения. Распределительный механизм управляет процессом газообмена в цилиндрах двигателя и обеспечивает тем самым его непрерывную работу. Наиболее ответственными деталями этого механизма являются клапаны. Они поочередно производят впуск воздуха в цилиндр и выпуск отработавших газов. К деталям привода относятся шестерни распределения, распределительный вал, толкатели, штанги и коромысла. Рассмотрим последовательность взаимодействия этих деталей. Вращение коленчатого вала через шестерни передается распределительному. Его кулачки в определенной последовательности воздействуют на толкатели. Движения толкателей через штанги передаются коромыслам, которые в свою очередь нажимают на стержни клапанов и открывают их, сжимая пружины. Передаточное отношение шестеренчатой пары привода выполнено с таким расчетом, чтобы вращение распределительного вала было в 2 раза медленнее коленчатого. В результате каждый клапан открывается и закрывается только 1 раз за 2 оборота коленчатого вала. Такой ритм работы клапанов соответствует четырехтактному рабочему циклу. Конструкция современного дизельного двигателя во многом зависит как от числа цилиндров, так и от расположения их на двигателе. Блок Картер однорядного двигателя существенно отличается от двухрядного или V-образного. Это отличие вносит конструктивные особенности в устройство распределительных механизмов. Если у однорядного двигателя все клапаны, коромысла и другие детали располагаются в один ряд, как единый комплект, то у двухрядного или V-образного устройство распределительного механизма сложнее. Здесь каждый ряд цилиндров имеет свой обособленный комплект деталей при одном распределительном вале. Понятно, что по мере увеличения числа цилиндров распределительный механизм будет усложняться. Так выглядит распределительный механизм 8-цилиндрового двигателя. А так у наиболее сложного 12-цилиндрового. Мы рассмотрели некоторые принципиальные особенности устройства распределительных механизмов однорядного и V-образного двигателей.
перейдем к более подробному изучению. Перед вами серийная модель V-образного двигателя ЯМЗ-236. Идут контрольные испытания. Этот двигатель является силовым агрегатом автомобиля МАЗ-500 самых различных модификаций. Он относится к классу быстроходных двигателей, и при достижении максимальной мощности его коленчатый вал развивает более 2000 оборотов в минуту. Тысячи оборотов. Попробуйте подсчитать, сколько ударов в минуту воспринимают клапаны и коромысла. Сколько раз за это время сжимаются и разжимаются пружины. И это еще не все. Необходимо иметь в виду, что такие ответственные детали, как клапаны, непосредственно соприкасаются с раскаленными газами, температура которых в отдельные моменты достигает 2000 градусов. Понятно, что при длительной эксплуатации детали изнашиваются и постепенно приходят в негодность. Чтобы повысить износостойкость и сопротивляемость этих деталей, для их изготовления используют наиболее прочные и жаростойкие стали и сплавы, применяя методы самой совершенной технологии. Работу деталей распределительного механизма объединяет распределительный вал. Это распределительный вал шестицилиндрового двигателя. Он изготовлен из высококачественной углеродистой стали. Вал имеет 12 кулачков, 6 для впускных клапанов и 6 для выпускных. Все кулачки имеют тангенциальный профиль. По длине вала расположены 4 опорных шейки по числу подшипников. Подшипники представляют собой массивные бронзовые втулки. Они запрессованы в поперечные перегородки блока цилиндров. Передний конец вала обработан под хвостовик для установки распределительной шестерни. Кривошипно-шатунный и распределительные механизмы двигателя должны работать синхронно. Поэтому сочетание шестеренчатой пары производят строго по установочным меткам. Шестерни распределения имеют косозубое зацепление, и чтобы не допустить осевое смещение распределительного вала, его фиксируют упорным фланцем. Распределительный вал непосредственно контактирует с толкателями. В настоящее время на автомобильных и тракторных двигателях
широкое применение нашли качающиеся толкатели. Они удачно сочетаются с плавным тангенциальным профилем кулачков, прочны и надежны в длительной эксплуатации. У двигателей с своеобразным расположением цилиндров толкатели размещаются в развале блока выше распределительного вала. Ось толкателей пустотелая и составная. На каждую секцию свободно подвешивают по 4 толкателя, а между парами устанавливают распорные втулки. Толкатель представляет собой стальной фасонный рычажок. В его осевое отверстие запрессовывают бронзовые втулки. Конец рычага имеет закаленную пету для штанги и ролик на игольчатых подшипниках. Перекатываясь по поверхности кулачка, ролик очень плавно поднимает и опускает толкатель. Это движение передается штангам. Штанги изготовлены из стальных трубок. Верхние и нижние концы их запрессовывают наконечники с закаленными сферическими поверхностями. Коромысла устанавливают на головках цилиндров. По 6 коромысел на каждой головке. Коромысла представляют собой стальной неравноплечный рычаг. На коротком плече имеется регулировочный винт с опорой для штанги. Конец длинного плеча обработан под цилиндрическую площадку, через нее передается усилие на стержень клапана. Каждое коромысло монтируется на отдельной оси кронштейне. Продольное перемещение ограничивается шлифованной шайбой и стопорной пружиной. Важнейшую роль в работе распределительного механизма выполняют клапаны. Они размещаются в головке цилиндров. Стержни клапанов работают в направляющих металлокерамических втулках. Седло выпускного клапана вставное. Оно изготовлено из жароупорного чугуна. Каждый клапан имеет 2 пружины. Они прижимают клапан к седлу и сопрягают все детали в каждой группе. Пружины отличаются друг от друга не только размером, но и направлением навивки. Такое сочетание обеспечивает высокую резонансную характеристику и в значительной мере гасит вибрацию клапана при большом числе оборотов коленчатого вала. Нижними концами пружины опираются на тело головки цилиндров через фигурные шайбы. Верхние концы удерживаются запорными тарелками. Тарелка закрепляется на хвостовике клапана с помощью 2 сухарей и конической втулки. Такое запорное устройство обеспечивает поворот клапана во время работы двигателя. В результате и седло, и клапан как бы
прирабатываются друг к другу. Высокая плотность посадки клапана на седло может быть обеспечена только при наличии зазора между коромыслом и стержнем клапана. Необходимость зазора обусловлена неравномерным нагреванием, а следовательно и неравномерным расширением головки и других деталей. Величину теплового зазора устанавливают регулировочным винтом коромысла. Детали механизма распределения работают в условиях высоких скоростных режимов и значительных тепловых нагрузок, поэтому они должны хорошо смазываться. Подачу масла к деталям распределительного механизма обеспечивает система смазки двигателя с помощью шестеренчатого насоса. Очищенное от механических примесей масло под давлением подается в главную магистраль и по каналу в перегородке блока поступает к коренному подшипнику коленчатого вала, затем к первому подшипнику распределительного вала. Через сверление в опорной шейке масло пульсирующим потоком заполняет ось толкателей, и далее по каналам в толкателях и пустотелым штангам поднимается к коромыслам и, стекая, смазывает пружины и стержни клапанов. Дизельные двигатели отличаются высокой компрессией и трудно прокручиваются при пуске. На двигателях преимущественно однорядных для облегчения прокручивания применяют декомпрессионный механизм. Он представляет собой систему рычагов и тяг, с помощью которых производят поворот специального валика с нажимными винтами. При пуске двигателя рычаг устанавливают в положение «декомпрессор включен». При этом валик поворачивается, а винты нажимают на коромысло и держат клапаны приоткрытыми. В результате во время такта сжатия воздух частично выходит из цилиндра и компрессия снижается. Величина кольцевого зазора должна быть небольшой. Регулировку зазора производят поворотом винта. После пуска двигателя рычаг декомпрессионного механизма устанавливают в положение «выключен». Заканчивая рассказ об устройстве распределительного механизма современного дизельного двигателя, необходимо рассмотреть еще одну очень важную его особенность. Время, приходящееся на такт впуска и такт выпуска у быстроходных двигателей, крайне мало. И если впускные и выпускные клапаны будут открываться и закрываться в момент, когда поршни будут находиться в мертвых точках, то из-за недостатка времени наполнение и очистка цилиндров двигателя будет неудовлетворительной.
Поэтому периоды, в течение которых происходит впуск и выпуск, должны быть более продолжительными. Так, при наполнении цилиндра впускной клапан открывается с опережением за 20 градусов до верхней мертвой точки, а закрывается с запаздыванием на 56 градусов после прохода нижней мертвой точки. При очистке цилиндра от продуктов сгорания выпускной клапан открывается с опережением за 56 градусов до нижней мертвой точки, а закрывается с запаздыванием на 20 градусов после прохода верхней мертвой точки. Моменты открытия и закрытия клапанов, выраженные в градусах поворота коленчатого вала, называют фазами газораспределения. А отрезок времени, при котором оба клапана остаются открытыми, называют периодом перекрытия клапанов. Распределительный механизм с качающимися роликовыми толкателями характерен для семейства двигателей Ярославского моторного завода. Он применяется на шестицилиндровом двигателе ЯМЗ-236 автомобиля МАЗ-500, на восьмицилиндровом двигателе ЯМЗ-238 автомобиля КРАС, а также на 12-цилиндровых двигателях ЯМЗ-240 автомобилей БелАЗ, и ЯМЗ-240Н для трактора Кировец 701. Аналогичная конструкция распределительного механизма имеет место и в однорядных тракторных двигателях, как, например, на двигателе АМ-41, на двигателе А-01М, а также на двигателях СМД-60 и СМД-62.